Нельзя в 30-минутный фильм втиснуть такую глыбу, как Салават, а тем более эпоху, связанную с ним, потому что это был не просто легендарный герой и предводитель народа. Нет, он в первую очередь символ нации, его дух, его борьба, его смысл. В этом фильме не показано, каким талантливым он был полководцем, а он был им, и подтверждение этому его победы. В этом фильме не показано, каким значительным он был поэтом, а он был им, и подтверждение этому его стихи и песни. В этом фильме не показано, какой незаурядной он был личностью, а он был ею, и подтверждение этому его борьба. И здесь другое. Попытка заглянуть в душу человеку, попавшему в плен к врагам. Человеку, который не сдался и не сломался до самых последних дней своей жизни. Ему, истинному сыну башкирского народа, мы и посвящаем свой фильм. Издревле у башкир так повелось. Перед тем, как идти сражаться, воины собирались на освященной имамом земле и клялись на Коране, произнося символы своего рода, название рода, тамгу, дерево, птицу и боевой клич Оран. Арау! Күтәргән! Агас! Миләш! Кош! Урна! Оран! Уктара! Арау! Юрматы! Агас! Өянке! Кош! Ак партыга! Оран! Ак байлык! Арау! Шайтан күдәй! Агас! Имән! Кош! Бөркет! Оран! Салават! Это тамга. Знак, который ставили, чтобы обозначить свою территорию, свой скот, свое имущество. Каждый род имел свою тамгу. А это тамга Юлая Азналина, отца Салавата. «10 августа 1774 года генерал-майор, начальник секретных комиссий Потемкин писал: башкирского войска старшинам и народу. Ежели октября до первых чисел не усмиритесь и не пришлете своих старшин ко мне, 10 тысяч запорожских казаков и столько же арнаутов для разорения земли вашей прибудут. 18 октября 1774 года прозвучал ультиматум генерала-аншефа, главнокомандующего карательными войсками Панина. В знак своего истинного покаяния, главного между башкирским народом, теперь возмутителя Салаватку сыном поймав, отдайте. И тогда ж весь тот башкирский народ, который сему не повинуется, мужской пол, до самых младенцев будет растерзан лютейшими смертями. Жены, дети и земли все без изъятия розданы в рабство. Заключение мира с Османской Турцией позволило правительству бросить все силы на подавление восстаний. Силы были неравны. Многие башкирские предводители явились повинны, чтобы ценой собственных жизней спасти народ от геноцида. Но Салават принял иное решение.
Они поймали меня. Высокородному и превосходительному господину и кавалер-генерал-майору Федору Юрьевичу Фрейману. Рапорт. Прошлого 1774 года, ноября 24-го, в деревне Милдишкиной, отраженную от меня сильную партией под командой поручика Лесковского, в лесу, Салават Юлаев, 25 числа, пойман. К отряду Аршеневского, направляющегося к реке Ай, где, по сведениям, действовал отряд Салавата Юлаева, присоединилась конная команда мишарского старшины Абдусалямова. Тактика у предателя была отработанной и верной. Думая, что навстречу ему идет отряд, чтобы объединиться, Салават, которого сопровождали 4 спутников, легко подпустил команду Абдусалямова. Предатели! Все можно простить, кроме предательства. Все можно простить человеку и его поражение, и напрасно прожитую жизнь, и нежелание сражаться за правое дело. Все. Но предательство простить нельзя. 5 февраля Салават попал в Казанскую секретную комиссию, куда накануне был привезен его отец Юлай Азналин. Означенного башкирца Юлаев сын показал. Салаватом его зовут. Юлаев сын. Отроду ему 21 год. Жительство он имел при отце своем. Оренбургской губернии, Уфимской провинции, в деревне Юлаевой, состоящей на Большой Сибирской дороге. Салават Юлаев. Ростом 2 аршин 4 вершков с половиною. Волосом черен, глаза черные. На левой щеке рубец. Отец мне рассказывал, что вдоль наших домов проходил сибирский тракт, по которому гнали кандальных на рудники. Отец, думал ли ты тогда, что и нам придется пройти по такой же дороге? Или жизнь устроена так, что ее ни за что не миновать? Вот земля, где родился Салават. Такой она была тогда. Такой она выглядит сейчас. По приказу императрицы деревни Тикеева и Юлаева, родина Салавата, были сожжены. Башкирам было запрещено селиться в этих местах. Об этом старались забыть. Екатериной II были изданы 2 указа о неболтании лишнего и о забвении. Салават Юлаев, как бунтовщик, дерзнул не только обнажить противу верных ея императорского величества войск оружия, но и сражался многократно с онами. А сверх сего, содержавшихся в Казани колодники, по именам 10 человек, на оного Салавата показали о многих чинимых им в разных селениях злодействах. А он, однако ж, не имел в мерзком своем сердце о содеянных своих преступлениях раскаяния, что он есть самый нераскаявшийся злодей.
отказываться. От всего отказываться. И бежать, как только будет возможность. Он не знал, что вырваться уже не удастся. Впереди были долгие 339 дней следствия. Раздутый Пугачевым пожар был подхвачен по всему Уралу. Знаменитая в те годы фраза «будут жить, как звери в поле» пришлась по душе многим. Движением башкиров была охвачена огромная территория от Волги до Тобола и от Оренбурга до Перми, то есть более 1000 километров с запада на восток и 700 километров с юга на север. Взяты города и крепости Ставрополь, Курган, Челябинск, Стерлитамак, Табынск, Красноуфимск, Оса, Заинск, Челны, Мамадыш, Казань, Бирск и другие. Это было самое большое выступление в России. Это была самая настоящая война. Когда-то прежде в нашем краю немало знали смелых сынов. Любой, врага сразивший в бою, был тут же к новой сече готов. Вся жизнь их в грозных битвах прошла. С дружиной верных богатырей вершили великие дела, врагов с земли сметая своей. Подобно дедам одушевясь, и я, коня теперь оседлая, в священный бой, врага не страшась, стрелой помчался. Как один человек поднялись башкиры на клич Салавата. 200 лет присоединения к России висели на шее народа тяжелым ярмом, и восстания, которые постоянно сотрясали Урал, были тому самым лучшим подтверждением. Народ хотел лишь одного — жить свободно. Пламя священной войны против угнетателей переросло в борьбу за свободу. Башкиры поняли, что это возможность наконец-то освободиться от чужаков, пришедших на их землю. Кто знает, может быть, последняя возможность. Почему судьба выбрала именно меня? Достойно ли я прошел этот путь? И есть ли впереди конец?
милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Зачем они пришли на наши земли? Зачем они вытоптали кочевья? Ведь их сюда никто не звал. Почему они мешают нам жить? Разве они не видят наши тамги? Зачем они пришли на наши земли? Ведь мы же не идем к ним. Борьба. Только беспощадная борьба может восстановить справедливость. Шум юрезани слышу среди ночи. Как горе мне, всех волн ей не излить. Или меня утешить шумом хочет, а свой народ хочет заглушить. Купеческая Москва, так же, как и столичный Санкт-Петербург, праздновали победу над самозванцем Пугачевым. Еще бы, ведь на подавление, или, как тогда говорили, на утушение бунта, были брошены лучшие силы. Бибиков, Панин, Потемкин, Суворов, Михельсон. Участвовал в этом и поэт Державин. Именно между ним и Суворовым развернулась настоящая гонка. Кто же первый поймает Пугачева? Победил Суворов. Посадив злодея в клетку, он картинно повез Пугачева в Симбирск. Выписка из протоколов показаний пленных повстанцев на допросах секретной комиссии о боевых действиях Салавата Юлаева от 4 марта 1775 года. Ивана Белобородова. Сим Белобородовым, будучи в Уфимском уезде, соединился называющийся полковником Салават Юлаев с башкирцами 1000 до 2. Дворового человека Ивана Васильева. Бытность его Васильева в бега. Когда жил в селе Саракуле, то в онные пришли злодеи, до 800 человек, под предводительством Салавата Юлаева. Определение
Уфимской провинциальной канцелярии об исполнении телесного наказания Салавату Юлаеву и Юлаю Азналину. На лбу и на щеках наказуемых клеймили 3 буквы: З, Б, И, которые означали злодей, бунтовщик, изменник. Учинить наказание кнутом, дав ниже описанное число ударов, а именно: Юлайке на Симском заводе 45, на Усть-Катавском 45, на Катавском 45, деревня Орловка 45, Салаватки на Симском заводе 25, деревня Юлаева 25, деревня Лак 25, Красноуфимскую 25, Кунгуре 25, Басе 25. А в последних, то есть Юлаю, в деревне Орловка, а Салаватке близ Елдика, вырвав ноздри и поставив на лбу и на щеках указанные знаки, и объявить при рапорте, почему им и тогда отправление в вечную ссылку в Радиревик учинить. Молчать. Только не закричать. Выдержать. Молчать. Так начался долгий путь длиной в 2 месяца. Города сменяли друг друга. Уфа, Мензелинск, Казань, Нижний Новгород, Москва, Тверь, Дербт, Ревель, Радиревик. Салавату было чуть больше 20, когда он попал на каторгу. О чем он думал? Мог ли предполагать, что каторга будет вечной? Что продлится она 25 лет? Пусть меня изуродуют кнут, пусть глаза мне и уши проткнут, пусть отрежут и нос, и язык, не услышат мой жалобный крик. Пусть прикрутят веревкой к столбу, пусть клеймо выжигают на лбу, пусть топор застучит по костям, пусть, но тайну не выдам врагам. Пусть за ребра подвесят на крюк, не возьмут меня 1000 мук, все равно я не сдамся врагам, и народ свой врагам не предам. Ты далеко, отчизна моя, я б вернулся в родные края. В кандалах я, башкир, мне пути заметают снега, но весною растают снега. Я не умер, башкиры. В статейном списке от 19 мая 1797 года коменданта Балтийского порта полковника Экбаума сохранились сведения о каторжниках. Юлай Азналин, 75 лет, дряхал, на ногах имеет от застарелой цинготной болезни раны. Салават Юлаев, 45 лет, здоров. В том же году Юлай Азналин скончался. И если раньше немощь отца удерживала Салавата, то теперь
Его руки были развязаны, и хочется верить, что Салават готовил побег. Не мог такой человек, как Салават, не бежать. Мы не знаем, как он закончил свои последние дни. Может быть, его убили при попытке к бегству. Может быть, все случилось иначе. История не оставила нам конкретного ответа. Рапорт командира инвалидной команды в Балтийском порту майора Дитмара, Веслянское губернское правление о смерти Салавата Юлаева от 28 сентября 1800 года. Сего месяца, 26 числа, помре каторжный невольник Салават Юлаев, о чем сим донесть имею честь. Мне пути заметают снега, но весною растают снега. Я не умер, башкиры. Шайтан Күдәй! Ага! Имән! Хош! Бөркет! Оран! Салават! Салават. Салават!